Вспоминаем Валентина Сергеевича Шурчанова, а ему 75 лет сегодня бы исполнилось. Но его с нами нет, жизнь продолжается. Вы представляете Союз советских офицеров. Давайте памяти Валентина Сергеевича Шурчанова. Да, сегодня нету нашего дорогого Валентина Сергеевича, нету. В 2004 году под его руководством Валентина Сергеевича предложил организовать Союз офицеров Чувашской Республики. А Российская Федерация в 1996 году создана была, и он предложил также Союз офицеров создать Чувашской Республики. Меня избрали в 2010 году членом Центрального совета Союза офицеров России за хорошую работу. Хотя да, я и был прапорщиком всего. Меня представили на военном совете, генерал-председатель Ткаченко тогда был у нас, представил меня от Чувашской Республики, собирать начал Союз офицеров, разъяснять, для чего создано Союз офицеров и какие работы перед ней предстоит. И вот за эти годы, по моей работе вот под 40 лет, набрал более 400 человек в Чебоксаре, потом переизбрали меня председателем Союза Чувашской Республики, членом Союза офицеров, председателем. Из тех, сколько пока мне силы хватает, и работаю. А мне уже 83 года, и продолжаю. Это хороший, солидный возраст. Однако энергии вашей завидовать можно. За эти годы... Хотел услышать чего-то теплое, душевное. Юрий Артемьевич находился под бдительным взором Шурчанова многие годы. Когда человека нет, о нем быстро забывают. Обнуление всего и вся в нашей жизни россиян стало классикой. Говорю без преувеличения. Юрий Артемьевич, даже достигнув преклонного возраста, не хочет уходить почетным председателем, как организатор, назарбаевским званием Елбасы. Вот упрямство кутузовское. Да пусть меня простит Михаил Илларионович Кутузов. Юрий Витальевич, если бы Валентин Сергеевич Шурчанов был бы жив, мы бы сегодня отмечали его 75-летие. Но его с нами нет. Давайте вспомним о нем. Что вы можете сказать? Вы многие годы, как коммунист, общались с ним, сотрудничали, работали во благо общества. Давайте вспомним о нем. Ваше мнение? Валентин Сергеевич, то, что среди нас нет Шурчанова, это сегодня очень чувствуется. Такого масштабного государственного мышления человека не хватает среди нас. Когда он работал, когда в обком партии нас возглавлял вот в этом помещении, где мы сейчас, я даю интервью, жизнь, как говорится, у коммунистов кипел, потому что его энергетика вот этого великого человека, его вот это мышление партийное, коммунистическое, государственное до нас он был требовательный был он да, очень и вдохновлял раз, требовательный, он мудрый был, советами подсказывал, подправлял, если надо, кому-то очень плохо, и материально помогал. И это все простые рядовые коммунисты знают. А он, как настоящий коммунист, умел находить ключик к каждому коммунисту, к кому он не обращался. Как он, депутат Госдумы, как говорят среди народа, слуга народа, он и этот знал,
Не зря он 3 созыва был депутатом Госдумы. Такого не слыхано в Чувашии. А давайте вспомним, а ведь он не просто был простым депутатом, он, находясь в фракции КПРФ, Российской Думе. Он возглавлял заместитель председателя отдел госбюджета в Госдуме. Заместителем был. Он работал над бюджетом страны. Валентин Шурчанов был опорой коммунистов в Чувашии. И именно под его опекой сохранились ряды партийцев в сумбурные годы брожения ума. Замечу, Юрий Додюков предложил областному комитету КПРФ прикрепить к стене здания, где располагается КПРФ, памятную доску с именем Валентина Шурчанова. В истории народов России всегда были вожди или учителя того или иного народа. Цари и монархи не могут быть вождями. Вожди вызревали как раз из рядов собственного этого народа. Это характерно и у башкирского, татарского, чувашского народов. Да, да. И он, такого экономист, значит, он был сильный, доверять, делить бюджет, формировать, делить, куда что направлять. Только могли доверять очень грамотного, опытного экономиста, хозяйственника, который разбирается в финансах. Да, а в финансах согласен. он очень сильно разбирался. Тут у него и математический склад мышления ума, и мудрость жизни, государственное мышление. Ну, вот у нас был такой человек. Да, Такой человек. и, наверное, надо отметить, что подобный человек, как Валентин Сергеевич Шурчанов, как представитель Чувашской республики и представитель чувашского народа в современном мире, он, наверное, был единственный человек. Потому что на этом уровне мы более не видим другие личности, которые могли бы существовать и работать во благо собственного своего народа и республики. Олег Самана, вот прошел год, он в декабре, позапрошлом году умер. Но около него, его уровня, нету масштабного человека в Чувашии. Да, есть в Марийской республике Казанков, коммунистар из Закалки, ну, еще где-то по России есть, но он штучный специалист был, штучный человек. Для Чувашии это великий урон. Дальше хочу сказать. Но вы слово «штучный» Ну, я скажу, такие люди приспособили к... один раз в столетие рождается. Он до конца последних своих дней думал о народе. У него никаких коттеджей не было, никаких... То есть не было компромисса здесь относительно своих действий и... А точнее, можно сказать, не было предательства. Не было. Он человек старый, Он был предан народу. ленинский, сталинский закалки был. Которые дети войны, которые после войны, они столько повидали, они не думали о своих благах. Они до конца жизни думали о счастье простого народа. И он был по-настоящему великий коммунист. Я за это слова отвечаю хоть перед Богом. Его нам не будет хватать. И я считаю, 75 лет, его надо обязательно, мы писатели книги выпустим. А вот, подождите-ка, книга книгами, хорошо. Вы как-то на днях высказывали, что надо памятную доску прикрепить к стене. Да, о том, что здесь многие годы работал Шурчанов, Валентин Сергеевич. Мы сегодня находимся в здании обкома партии, который выбил Валентин Сергеевич с его стараниями это помещение. И оно очень комфортное для обкома партии. Раньше мы там в полуподвальном помещении находились. К этому добавить только то, что отец моего друга, Николай Трофимович Свешников, когда я беседовал с ним, он в конце службы был подполковником, когда я беседовал с ним, сказал, что практически 99% охраны Сталина и правительства состояло исключительно из представителей чувашского народа. Исключительно из чувашей. Просто удивительно. Нам, чувашам, доверяли полностью и 100%, зная, что
наш народ не предаст никогда. Вы меня воодушевили, у меня даже мурашки побежали, и кровь хлынула в лицо. Это здорово. Спасибо, я рад услышать такое. Я всегда думал, что у нас особый склад ума у чувашского народа. И мы, вошедшие в состав Московской Руси добровольно, мы есть, видимо, так и есть. Мы не предательский народ. Мы и страну не предавали. И до сих пор стоим на рубеже. Самана, мне слово. К этому, опять-таки, я могу добавить вот что я бы не ставил тут границы вхождения в состав России, а сказал бы больше, что весь нюанс в том, что наш чувашский народ – это практически почти 100% остаток от древних шумер. И те морально-этические нормы, которые были у древних шумер, плавно перешли к нам в состав нашего морального кодекса, в состав нашего морального менталитета Чувашской республики теперешней. То есть мы, чувашский народ, как раз являемся полными представителями того, что было когда-то, недавно относительно, оформлено как человек человеку, друг, товарищ и брат. Да. Хочу добавить к теме вождей яркий пример тому Нижегородский Козьма Минин, обратившийся призывом к чувашскому народу, вождю Буртасу, о помощи. Помоги, Буртас! В освободительной войне за Москву в 1612 году поволжские ополченцы, несколько тысяч воинов-храбрецов освободили Московию от литово-польского нашествия. Были вожди в глубине веков у чувашского народа, который унаследовал историю Волжской Болгарии. Есть и сегодня славные